Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В Якутии усиленно тушат лесные пожары. Режим ЧС введен в 4 районах. Озвучим свежую информацию. Беспересадочные вагоны из Нижнего Бестяха во Владивосток впервые отправятся сегодня, что изменится с вводом нового расписания. А вот дата проведения единого госэкзамена у выпускников школ не изменится на фоне пандемии коронавируса. Какие испытания еще предстоят? «35 человек пострадали от взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое. Кадры взрыва накануне облетели все соцсети. На них видно, как столб пламени поднимается высоко в небо. После основного взрыва прозвучало еще несколько хлопков. Всего пострадали 35 человек. 20 из них госпитализированы в основном с ожогами. Еще 15 помощь оказана амбулаторно. Причиной пожара на АЗС в Новосибирске стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз, сообщает МЧС. Тем временем в Якутии усиленно тушат лесные пожары. По данным Минэкологии, на это утро опасность представляют 9 возгораний в 9 районах региона общей площадью почти 25 тысяч гектаров. Недалеко от населенных пунктов фиксируют очаги в Нюрбинском, Сунтарском, Верхневилюйском, Тампонском, Аймеконском, Усть-Майском и Мегино-Кангаласском районах. Борьбу с огнем ведут с воздуха и на земле. Режим чрезвычайной ситуации введен в Тампонском, Нюрбинском, Верхневилюйском и Хангаласском районах. К другим темам. Вагоны беспересадочного сообщения из Нижнего Бестяха во Владивосток впервые отправятся сегодня. Они начнут курсировать вместе с пассажирским поездом акционерной компании «Железные дороги Якутии» по новому маршруту Нижний Бестях-Тында. Такой поезд будет ежедневно отправляться в 17:00. Кроме того, с вводом нового расписания существенно сокращается время в пути до Хабаровска, Владивостока, Благовещенска и Иркутска. Например, из Нижнего Бестяха до Хабаровска теперь можно доехать за 2 суток. Это на 9 часов быстрее, чем по старому расписанию. 27 миллиардов рублей выделит правительство на софинансирование ипотеки для многодетных семей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Выплату могут получить семьи, в которых третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма составляет 450 тысяч рублей. Согласно закону, многодетные родители смогут использовать эти средства на улучшение жилищных условий. В Нюрбе планируют завершить строительство государственного передвижного драматического театра к столетию якутской автономии. Этот объект станет одним из первых возводимых в рамках знакового для республики события. Об этом сказал глава республики Айсен Николаев в ходе рабочего визита в Нюрбинский район накануне. Общая строительная готовность здания составляет 40%. В настоящее время полностью завершены работы по устройству фундамента. Помимо самого здания театра будет благоустроена прилегающая к нему территория. Вопрос, который ставился десятилетиями. Сейчас стройка идет по графику. Мы надеемся, что к концу года уже общестроительные работы будут закончены. Ну и потом, после монтажа современного технологического театрального оборудования, объект уже начнет работать. И я считаю, что вообще это может быть один из первых объектов, которые мы уже запустим в рамках столетия нашей республики в 2022 году. Конечно же, при этом я сегодня поставил задачу, чтобы мы не только здесь здание театра достроили в этом году, но и вся прилегающая к театру территория стала современной территорией с комфортной средой городской, которая, я уверен, станет одним из любимых мест отдыха жителей города Нюрбы и его гостей. Ввести штрафы за нарушение режима раздельного сбора мусора. С таким предложением выступил Союз переработчиков пластмасс. Между тем, в Якутске горожане только начинают привыкать к реалиям сортировки. Насколько сложно сортировать мусор и куда потом его девать, разбиралась Ульяна Шагина. Ирина – хозяйка собственного эко-ресторана уже почти год. Не секрет, что общепит – один из самых мусоропроизводительных бизнесов. Но здесь практически ничего не выбрасывается. Бумага сжигается на даче, пластиковые бутылки, картон и пакеты идут на переработку. Остатки пищи отдают на корм собакам, а кофейные и овощные отходы идут в специальный компостер. Прекрасный компост, который уже готов к использованию, и мы используем его на даче при рассадке овощей.
Другой экоактивист Сергей Петров решил свое увлечение сортировкой мусора не только перенести в массы, но и подзаработать на этом. Дело благое, ведь главной конечной целью должно стать не просто избавление города от помойки, но и изменение мышления якутян. Так, в столичных дворах уже год можно наблюдать разноцветные сортировочные контейнеры. Я думаю, вот примерно практически в шаговой доступности в центре уже можно найти контейнер возле своего дома. И их становится все больше и больше. Там, да, я говорю, за год мы сделали 35, ну там чуть больше год, 35 контейнеров. Да. Еще через год, я думаю, это будет еще более доступно. В главном пункте компании по Вилюйскому тракту таких фракций 7. Это контейнеры для шин, пластика, картона, батареек, крышек и алюминиевых банок. Главное здесь не просто принести отсортированный мусор, а сделать это по всем правилам. Здесь написано Си через /ЛДПЕ. Это смесь пластиков. Такой пластик мы не принимаем. Он идет в засор. В компании признаются, что людей, которые начали понимать, для чего нужна сортировка мусора, становится только больше. Сами же горожане признаются, что в этом нет ничего сложного. Главное привыкнуть к процессу, а дальше все пойдет на автомате. То, что сегодня мы сдавали, это мы вообще копили с осени. Просто когда замораживаю машину, получается уже немножко затруднительно ездить. Соответственно, мы всю зиму копим. Вот. Ну, как бы там было не супер много. Рядом с домом сейчас очень рада, что появляется побольше таких вот фракций, которые можно сдать, мусорных отдельных для сортировки. Поэтому чуть-чуть собирается, и сразу можно просто выйти, вынести. Между тем, мирнинцы также начали эксперимент по сортировке мусора. В разных частях Мирного уже установили новые оранжевые баки для сбора пластика, картона и бумаги. При этом завода по переработке мусора в городе нет, но его хотят построить в 2024 году. До момента строительства завода собранный пластик и картон на отдельной мусоровозной технике транспортируется на производственную базу УМПЖХ, где при помощи гидравлического пресса он будет формироваться в брикеты для последующей отправки на переработку в ближайшие города. Пока же мирнинцы будут привыкать к культуре раздельного сбора отходов. Коммунальщики даже обещают, если горожане поддержат инициативу, то пластик, картон и бумага не будут попадать на городскую свалку. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Даты проведения единого госэкзамена выпускников школ не изменятся. На фоне пандемии коронавируса принимаемые антиковидные меры позволяют сохранить плановый график на территории всей страны. Отмечается, что большая часть испытаний уже прошла в штатном режиме. Выпускникам предстоит сдать экзамены по иностранным языкам, обществознанию, биологии и информатике в основной период до 25 июня. Во всех помещениях и аудиториях проводят дезинфекцию, проветривание, а во время экзаменов действуют специальные правила дистанционной рассадки, особые условия входа и выхода в помещение. Также все зоны снабжены антисептиком и иными средствами защиты. А в школах Ленска и Центре доп. Образования СРГ уже неделю организуют для своих учеников лагеря дневного пребывания. Не учиться, а отдыхать в школах ребята будут 21 день. Ежедневно у школьников трехразовое питание и план мероприятий. Какой досуг организовали педагоги и сколько ленских детей отдохнут в пришкольном лагере, расскажет Светлана Балеева. Свежий воздух, веселые интеллектуальные игры – вот так начинается день у ребят, отдыхающих в лагере дневного пребывания в 3-й городской школе. Счастливые и довольные после вкусного сытного завтрака они вышли на пришкольный стадион, чтобы поиграть в любимую игру. Мы сегодня играли в цепи кованые. Что тебе больше всего нравится здесь? Мне здесь больше всего нравится просто крутиться на тренажере. Меня родители заставили, и мне тут нравится. Скучать детям точно не придется. Педагогами лагеря запланировано множество интересных мероприятий, имеющих развлекательный, а также познавательный характер. Дети заняты в кружках, танцы, рисование, футбол – все, что так важно в детском возрасте. У нас сейчас охват детей 100 человек. Это две профильные школы и 2 площадки дневного пребывания по 21 дню. Маленькие детки у нас расположены в интернате, и повзрослее мы находимся в школе. Организовано питание, определено и время для отдыха. Это важно для совсем маленьких отдыхающих, таких как Амелия. Ей только 6, и она только пойдет в 1 класс. Тут интересно, тут весело, и тут не скучно. И тут учителя тут добрые. И еще тут можно играть с детьми.
Маша закончила в этом году 3-й класс. Она с большим нетерпением ждала летних каникул и открытия лагеря. Этот день у девочки обещает быть плодотворным. Впрочем, как и все остальные. Она довольна отдыхом и наслаждается им каждый день. Я тут отдыхаю, бегаю, играю в баскетбол, делаю зарядку, завтракаю. Для детей постарше работают группы декоративно-прикладного искусства и робототехники. Вот так весело проходит время у ребят. Так, 3, 2, 1, поехали! Всего организованным отдыхом в 3-й школе охвачено 100 детей, и рассчитан он только на один сезон, который закончится уже 24 июня. Стоит отметить, что во всех пришкольных лагерях соблюдаются все меры санитарной безопасности. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Ежегодно 15 июня отмечается Всемирный день ветра. Этот праздник появился в Европе в 2007 году. Более того, каждый житель планеты может отпраздновать этот необычный день без особых усилий. Главное — быть в курсе сведений о погоде. Прямо сейчас с нами на связи наш корреспондент Надежда Саханская. Надежда, приветствую. Будет ли этот день для жителей Якутии особенно ветреным? Доброе утро, Сергей. Надо сказать, что у природы нет плохой погоды. По крайней мере, прогноз на ближайшие дни жителей нашей республики будет только радовать. Относительно ветра обстановка следующая. На севере Якутии ожидается порывистый ветер до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. К концу недели, например, жителей Булунского района ожидает дождь с грозой. На северо-западе Якутии тепло. Температура воздуха днем плюс 24, ночью плюс 12. По побережью и на Нижней Лени ожидаются небольшие дожди. Максимальная скорость ветра будет достигать 8 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 20 градусов. На юге республики несколько другая обстановка. Там пасмурно, у южных якутян будет кратковременный дождь. Температура воздуха будет достигать плюс 20 градусов. Порывы ветра будут до 9 метров в секунду. В центральных районах Якутии температура воздуха будет только подниматься. К концу недели, например, в Горном и Намском районах столбик термометра покажет плюс 25 градусов. Максимальная скорость ветра при этом составит 8-9 метров в секунду. И, наконец, на сегодняшний день в Якутске погода будет преимущественно без осадков. Днем температура воздуха прогреется до плюс 23, плюс 25. На этом у меня все. Сергей. Надежда, спасибо. Это была Надежда Саханская с информацией о погоде на текущую неделю. Ну а к этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.